Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о трагических событиях, которые произошли недавно в Одессе из-за обстрела, налетов шахедов. Там погибло много человек, среди них много детей. Обвалился подъезд одного многоэтажного дома. Как Одесса пережила эту трагедию, я предлагаю поговорить с нашим гостем Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Господин Демчогло, приветствую вас. Добрый вечер, Заман Хайролсун. Вітаю. Вітаю. Бонзіва, вітаю. И слава Украине. Героям. Господин Демчогло, несколько тем, которые я хотел бы с вами обсудить. Но давайте начнем вот с вот этой вот трагической новости. Как Одесса переживает это? Вы знаете, очень тяжело переживают все, вот, с кем я общаюсь, с кем многие мои знакомые, смотрю, и посты выставляют в социальные сети, мои близкие знакомые, руководство Одесской области. Для нас это был очень тяжелый удар, потому что за 2 года, за все время ракетных обстрелов дронами, погибали там 1-2, насколько я помню, там максимум погибших было 3 человека, 3 или 4 человека. Была трагедия, когда тоже в центре города жилой комплекс «Тирос», вот такой, там погибла тоже семья из 3 человек. Но в общей сложности туда погибло 4 человека. И тогда ракета попала именно в квартиру, где была мама с 2 детьми, а отец вышел как раз в магазин в это время. Но это было, не помню, 3-4 месяц войны. Но в первый раз, чтобы от одного удара, от одной атаки погибло 12 человек одновременно. Это в первый раз за 2 года войны. И мало того, 12 человек, из них 5 детей в возрасте там, от 3 месяцев до 8 лет. И трагическая судьба вот этой семьи с гагаузской фамилией Гайдаржи, где отец с одним ребенком спасся, а мама с другим ребенком, к сожалению, и большой трагедией для всего города уже погибла. Кстати, многие говорили, что это гагаузская фамилия гагаузская. Среди погибших, кстати, еще одна фамилия Чебан тоже есть, но они болгары, вот, семья Гайдаржи. Я сам лично узнавал, она из села Дмитровка, болгарского села Дмитровка Тарабунарского района. Многие вначале объявили, что это гагаузы, но они болгары, потому что есть село Дмитровка в Болградском районе и есть село Дмитровка в Татарбунарском районе. Это село болгарское, историческое название Бургуджи. Это семья, да, которая пострадала. Вот сейчас мы... Да, семья вот сейчас на фото, на видео, очень прекрасная семья, верующая. Они из христиан-евангелистов, семьи христиан-евангелистов. И даже когда вот погибли, сестра, когда уже достали их из-под завалов, сестра погибшей сказала, что люди спросили, что их нашли? Да, нашли, они сейчас у Бога. То есть они ушли к Богу. Очень большая трагедия. Многие, вот я знаю, моих очень близких, для всей Одессы очень большой шок. Но в тот вечер, в ту ночь было 8 шахедов, 7 было сбито. И одна непосредственно шла на низкой высоте и попала вот в эту 9-этажку. Говорят, преднамеренно или непреднамеренно, но от этой многоэтажки ближайшее вот место, там порт был, до него еще было километра 3-4. То есть, если бы этот шахед летел в порт, другое дело, но он что-то 3 километра от порта был. Это самый ближайший инфраструктурный объект, который был от этого жилого дома. Россия продолжает убивать украинский народ, рушит наши города, рушит наши жилые дома. К сожалению, в последнее время очень большой урон, похожий и по Днепропетровску есть тоже. То есть попадание именно в жилые дома. Кстати, эта ночь опять был обстрел, но, слава богу, было очень много шахедов, более 22 шахеда было, сбито 18. К счастью, большому счастью для нас, пострадавших нету, то есть есть прилеты, но
не в жилые объекты, слава богу, там какой-то пустующий пансионат попали, тому подобное. То есть жертв вообще нет, ни одной жертвы. Но эта трагедия для нас очень долго будет в наших сердцах, нашей трагедии. У нас было 2 дня был объявлен траур по погибшим. Вчера и позавчера был дневный траур. Вот такая трагедия очень тяжелая для нас, и она показывает, что Российская Федерация продолжает убивать и разрушать нашу страну. А с чем это связано? Потому что мы сегодня видели сообщение о том, что, в принципе, шахеды сбиваются мобильными группами. Вот именно этот шахед, потому что в ту ночь сбили практически все, кроме вот этого, который попал в этот жилой дом. А Россия изменила тактику, направление, они больше маневрируют. Есть объяснение этому? Да, действительно, в ту ночь они очень сильно маневрировали, они заходили со стороны Затоки, шли через Маяки, обходили город, и со стороны, кто знает город Одессу, со стороны Пересыпи, со стороны поселка Котовского. Кстати, этот дом жилой как раз находится между поселком Котовского и центром города. Пересыпский район. То есть и она шла на очень низкой высоте, говорят. И поэтому наверняка или ударила в этот дом, или задела, что они не рассчитали высоту этого 9-этажного дома. Но произошла трагедия, что обвалился целый подъезд. На фоне этого, к сожалению, вот я тоже как бы прокомментировал эту ситуацию, на фоне этого руководство Гагаузии поехало в Москву. Что они там искали, как бы не совсем понятно, но вот были сделаны определенные заявления о том, что якобы Гагаузию ущемляют, Гагаузии нужна какая-то экономическая поддержка. Ну и по возвращению председатель Народного собрания Дмитрий Константинов заявил, что здесь пророссийские в Гагаузии, и поэтому мы не называем Россию агрессором. Как вы вообще это все, как это вообще видится из Одессы, господин Чоглу? Как вы это прокомментируете? Вы знаете, мне очень тяжело это слышать, потому что наши братья, мы один народ, но война нас очень сильно разделила. К сожалению, наши братья, проживающие в Гагаузии, не чувствуют того, что Россия агрессор. Россия не просто агрессор, Россия насильник, убийца, Россия разрушитель. И то, что они поехали туда, я все списываю на то, что сегодня, я считаю, что гагаузская автономия, она фактически оккупирована кланом Шора. И то, что они говорят, и то, что их поездки, это все организовывается этим кланом. И, к сожалению, я чувствую, что чем дальше, тем будет хуже. Этот человек получил команду дестабилизировать ситуацию в Молдове. Вы имеете в виду Шора, да? Абсолютно верно. И сегодня Гагаузия, я вижу игрушка в его руках по дестабилизации обстановки в Молдове. Россиян, если Константинов говорит, что Россия не агрессор, а я вам скажу, что агрессор, потому что мы это чувствуем каждую ночь, каждый раз, когда российские ракеты или российские шахеды летают, в том числе не только над Одессой, а над Бессарабией, в том числе и гагаузскими селами. В том числе, когда у нас погибло уже несколько гагаузов, защищая свою родину. Это так сравнительно две Гагаузии, можно сказать. Та, которая чувствует, как Россия издевается над всем украинским народом, независимо от происхождения. Я не хотел бы пожелать Гагаузии быть сегодня на месте Украины, потому что если не вооруженные силы Украины, то давно бы уже, не дай бог, но разрушались бы и дома, в том числе Гагаузии. Потому что видно, что есть цель выйти на границы Европейского Союза и там махать шашкой. И для этого не будет, как сегодня не жалеются ни Мариуполь, ни Северодонецк. Также не будут жалеть не то, что там Одессу, а Гагаузию даже не заметят, вот сметут ее с лица земли, чтобы дойти там до границ Румынии.
Ну, я думаю, что этого уже не будет. Я уверен, что этого не будет, потому что я знаю, как Украина сегодня сражается и как получает по морде этот агрессор украинским оружием, в том числе всем населением Украины, независимо от его происхождения. Я не понимаю, вот, знаете, вот, много чего сегодня в Грузии, потому что отжато, не только вся Грузия, полностью все в комплексе, с ее телевидением, которое финансируется за счет денег жителей Гагаузии. То есть, не знаю, я ГРТ не смотрю, но я думаю, что трагедию прошлой недели в Одесскую не показали, ничего не сказали, наверное, на ГРТ об этом. Ну, во всяком случае, таких обсуждений, что это было, почему, как бы вообще войну в Украине, российскую агрессию не обсуждают, ее избегают на Гагузском телевидении. Не говоря уже о том, что Россия убивает и разрушает. Ну, это безусловно, да. То есть, как бы, такие слова. Мне тяжело, вы знаете, мы очень сильно разделены сейчас, и я вижу, что сегодня, как манипулируют гагаузским народом, как манипулируют Гагаузией силы извне, это очень плохо. Я надеюсь на мудрость гагаузского народа, я надеюсь на мудрость аксакалов гагаузских, но очень боюсь, чтобы по команде извне не дали еще хуже, там, зажечь. Понимаете, сегодня я вижу лозунги, там, что вот в Москве там объявили о том, что нас Кишинев обижает. А вы пытались с ним договориться? А вы создали рабочую группу? Давайте сядем. Я таких лозунгов что-то в Гагаузии в последнее время не слышал. А давайте сядем, поговорим, а давайте межпарламентскую группу, а давайте попытаемся договориться. Ну, я не знаю, я не слышал. Вы живете в Гагаузии, может быть, лучше знаете. Нет, ну, они могут сказать, эти группы были, но Гагаузия сама из нее вышла. То есть, как бы они пытаются это все объяснить тем, что вот мы идем, нас не слушают. Хотя, честно говоря, ну, например, сегодня Конституционный суд принял решение в пользу Гагаузии, например. Да? То есть, что с моей точки зрения демонстрирует, что как бы Гагаузию здесь никто не ущемляет, хотя у местных другое мнение, я не знаю. У местных властей, я имею в виду. У Гагаузии нету, я несколько раз говорил, сейчас повторюсь, у Гагаузии нет другого будущего, как Республика Молдова. У Гагаузии нет другого будущего, как дружить, работать, сотрудничать и налаживать диалог со своими соседями, с государством Украиной и с государством Румынии. То есть брат-партнер — это Молдова, и два соседа — это Украина и Румыния. Сегодня Россия уже не поможет ничем, только морально может помочь. И я не знаю вообще, чем может помочь сегодняшняя Россия, потому что Россия за последние 10 лет — это не та Россия, которая была еще там до 2000-х годов, до 2003 года, когда еще Россия дружила и признавала Украину как государство, украинский народ как самостоятельную нацию, границы украинского государства. Понимаете, с 2014 года, 10 лет назад, на этом всем поставлен крест. Все, что после этого делает Россия, это вне правового поля. Это все нарушение международных прав. Это все агрессия. И Россия после 2014 года агрессор. Неужели за 10 лет жители Гагаузии, руководство Гагаузии не может этого понять? Что после 2014 года Россия уже агрессор. Россия против международного права. Как вы, потому что, безусловно, это все очевидно, это все понятно. Тут кто хочет понимает, кто не хочет не понимает. Просто вы понимаете, что Россия пытается сделать, втягивая Гагаузию вот эту вот игру против Кишинева, ну и против Украины, соответственно, потому что очевидно, что Россия пытается создать вокруг Украины пояс недружественных стран. Поэтому вот эти протесты, раскачивание протестов в той же Польше, помощь в приходе к власти в Словакии того же Фицо, поддержка этого Орбана, да, который такой евроскептик. В Молдове попытка поменять власти. Они пытались в прошлом году через протесты, в этом году попытаются воздействовать на выборы. Гагаузию в этом как пытаются использовать? Как вы это видите? Вы назвали страны, которые действительно страны, у которых, по крайней мере, есть свое мнение.
И там манипулируют только там какой-то маленькой частичку или там некоторыми людьми, но сегодня манипулируют всей Гагаузией, понимаете? Россия просто, я вижу, что Россия отдает жертву гагаузской автономии, жертву своих амбиций, своей агрессии. И, ну, не будет Гагаузии ничего страшного, она даже не заметит этого. Понимаете? А будущее, есть ли будущее гагаузского народа после этого? Должна ли Гагаузия идти на конфронтацию со своим государством, с центральными властями? Я считаю, что не должна. Должна договариваться. Гагаузия, боюсь, что будет жертвой в руках манипуляций и российской агрессии. Ну хорошо, вы власти, люди, которые находятся у власти сейчас, они этого не понимают или они просто приняли эту ситуацию и они идут до конца? То есть они, для них уже мосты сожжены, и для них нет пути назад. Что ими движет? Сказать деньги, ну, тот же Константинов, мы же понимаем, что он человек не бедный. Да? То есть, я не знаю, сколько еще денег ему надо, чтобы понять, что уже пора задумываться о совести, не знаю, о будущем, о том, что ты оставишь после себя. Что ими движет, с вашей точки зрения? Я не знаю, что ими движет. Я смотрю, Константинова, я, честно говоря, очень уважаю, потому что я родился в Гагаузии, мне гагаузская культура очень сильна. И для меня люди старшего поколения — это уважение, знаете, что в Гагаузии. Даже если на один день ты старше, ты уже батя. Но даже в этих условиях это уважение сохраняется? Я нормально, очень хорошо уважаю как человека, но как политик я его оппозиционер и категорически жесткий оппозиционер буду всегда. Мы с ним общались несколько лет назад, я ему об этом сказал. Мы остались каждый при своем мнении. У меня были дискуссии на тему России с ним, когда еще до войны. Мы остались каждый при своем мнении. Я считаю, что он делает политическую ошибку сегодня. Но как человеку я к нему отношусь нормально. Во-первых, он старше меня. Вы знаете, у нас, если ты старше, saygı duyuyorum. Ну, окей, это ошибка в конечном итоге. Но Вы то, считаете, он что если... разрешил- Ну, да. Но я добавлю то, что он разрешил сегодняшней ситуации происходить. С его помощи и с его одобрямса, как говорят, происходит то, что сегодня происходит, это, я не знаю, многие ему не простят этого, я думаю, что в будущем. Потому что это происходит с его или молчаливого, или не молчаливого согласия. Ну, я думаю, что не с молчаливым, потому что он поехал в Москву, он рядом с Гуцул встречался с Валентиной Матвиенко. Зачем это нужно было ему? Я не понимаю. А мотивы? Вы можете объяснить мотивы? Вы понимаете мотивы? Мотивы, наверное, кому-то что-то обещают, я так думаю. Не просто так туда пошли, понимаете? Россия, ну неужели так, что Россия вам уже не поможет? Люди добрые. Россия вам уже не поможет. Россия идет не тем путем. Россия убивает, Россия агрессор. Я бы с такой Россией даже в сторону ее не смотрел, не то, что поехал. По вашим ощущениям, люди в Гагаузии понимают, что происходит? Ну, жители, это насколько позиция, то есть понимают, куда это ведет Гагаузию, втягивание Гагаузию, во что втягивают Гагаузию? То есть понимание этого, с вашей точки зрения? Я не могу чувствовать это, но я хочу сказать, что я хочу просто жителям Гагаузии сказать, что pahalı dostlar, sizi götürüyorlar pek pros yoldan. Bu yol değil Gagavuz yol. Gagavuz yolu, Gagavuz dilinde laf etmeye, Gagavuz kültürü götürmeye, Gagavuz yerine götürmeye. Oynama Ruslarla pros. Hep öyle nasıl oynama. Bugün Rusların elinde tek büyük prostluk var. O dil o Rusya, hani biz biledik ta 10 yıl geri. Şimdi o başka Rusya. Rusya öldürer, Rusya ezer, Rusya pek fenalık yapar. Я думаю, мои гагаузские братья меня поймут.
Но то, куда ведут сегодня Гагаузию, это не тот путь, не гагаузский путь. Гагаузский путь, гагаузское будущее вместе с Республикой Молдовой, мирной, демократической Республикой Молдовы, с братским соседним народом нужно дружить. В Европейском Союзе, вместе с Украиной. В европейском будущем, при европейских нормальных международных нормах. Господин Чолга, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфир. Спасибо большое и слава Украине. Героям слава. Я сейчас и Гагауздар.